Конституция Республики Таджикистан. Глава 2. Права, свободы, основные обязанности человека и гражданина. Статья 14. Права и свободы человека и гражданина регулируются и охраняются Конституцией, законами республики, признанными Таджикистаном международными правовыми актами. Права и свободы человека и гражданина осуществляются непосредственно. Они определяют цели, содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполнительной власти и местных органов государственной власти и самоуправления и обеспечиваются судебной властью. Ограничения прав и свобод человека и гражданина допускаются только с целью обеспечения прав и свобод других, общественного порядка, защиты основ конституционного строя, безопасности государства, обороны страны, общественной морали, здоровья населения и территориальной целостности республики. Статья 15. Гражданином Республики Таджикистан считается лицо, которое на день принятия Конституции являлось гражданином Республики Таджикистан или в соответствии с законодательством Республики Таджикистан или международными договорами Таджикистана приобрело гражданство Республики Таджикистан. Принадлежность граждан Таджикистана к гражданству другого государства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или межгосударственными договорами Таджикистана. Порядок приобретения и прекращения гражданства Республики Таджикистан регулируется Конституционным законом. Статья 16. Гражданин Таджикистана за пределами страны находится под защитой государства. Ни один гражданин республики не может быть выдан иностранному государству. Выдача преступника иностранному государству разрешается на основании двустороннего договора. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются установленными правами и свободами и имеют равные с гражданами Таджикистана обязанности и ответственность. За исключением случаев, предусмотренных законом, Таджикистан может предоставить политическое убежище иностранным гражданам, ставшим жертвами нарушения прав человека. Статья 17. Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует права и свободы каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного положения. Мужчины и женщины равноправны. Статья 18. Каждый имеет право на жизнь. Никто не может быть лишен жизни, кроме как по приговору суда за особо тяжкое преступление. Неприкосновенность личности гарантируется государством. Никто не может быть подвергнут пыткам, бесчеловечному обращению и наказанию. Принудительные медицинские и научные эксперименты над человеком запрещаются. Статья 19. Каждому гарантируется судебная защита. Каждый вправе требовать, чтобы его дело было рассмотрено компетентным, независимым и беспристрастным судом, учрежденным в соответствии с законом. Никто не может быть подвергнут без законных оснований задержанию и аресту. Каждое лицо может с момента задержания пользоваться услугами адвоката. Статья 20. Никто не считается виновным в совершении преступления до вступления приговора суда в законную силу. Никто не может быть привлечен к ответственности после истечения срока уголовного преследования, а также за деяния, которые в момент их совершения не считались преступлением. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. Закон, принятый после совершения лицом противоправного деяния и усиливающий наказание за него, обратной силы не имеет. Если после совершения противоправного деяния ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. Полная конфискация имущества осужденного запрещается. Статья 21. Права потерпевшего защищаются законом. Государство гарантирует потерпевшему судебную защиту и возмещение нанесенного ему ущерба. Статья 22. Жилище лица неприкосновенно. Не допускается вторжение в жилище и лишение человека его жилища за исключением случаев, предусмотренных законом. Статья 23. Обеспечивается тайна переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных личных сообщений, за исключением случаев, предусмотренных законом. Сбор, хранение, использование и распространение сведений о личной жизни человека без его на то согласия запрещаются.
Статья 24. Гражданин имеет право на свободное передвижение и выбор места жительства, выезд за пределы республики и возвращение в нее. Статья 25. Государственные органы, общественные объединения, политические партии и должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность получения и ознакомления с документами, касающимися его прав и интересов, кроме случаев, предусмотренных законом. Статья 26. Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, отдельно или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакую, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов и обрядов. Статья 27. Гражданин имеет право участвовать в политической жизни и управлении государством непосредственно или через представителей. Граждане имеют равное право на государственную службу. Гражданин по достижении 18-летнего возраста вправе участвовать в референдуме, избирать, а также быть избранным по достижении возраста, установленного Конституцией, конституционными законами и законами. Граждане, признанные судом недееспособными, либо содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не имеют права участвовать в выборах и референдумах. Порядок проведения выборов регулируется конституционными законами и законами. Референдум проводится согласно конституционному закону. Статья 28. Граждане имеют право объединяться. Гражданин вправе участвовать в создании политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений, добровольно входить в них и выходить из них. Политические партии способствуют формированию и выражению воли народа на основе политического плурализма и участвуют в политической жизни. Их структура и деятельность должны соответствовать демократическим нормам. Статья 29. Гражданин вправе участвовать в установленных законом собраниях, митингах, демонстрациях и мирных шествиях. Никто не может быть принудительно привлечен к участию в них. Статья 30. Каждому гарантируется свобода слова, печати, право на пользование средствами информации. Пропаганда и агитация, разжигающие социальную, расовую, национальную, религиозную и языковую вражду и неприязнь, запрещаются. Государственная цензура и преследование за критику запрещаются. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется законом. Статья 31. Гражданин вправе лично или совместно с другими обращаться в государственные органы. Статья 32. Каждый имеет право на собственность и право наследования. Никто не вправе лишать и ограничивать право лица на собственность. Изъятие личного имущества для общественных нужд государством допускается только на основании закона и с согласия собственника при полном возмещении его стоимости. Материальный и моральный ущерб, нанесенный личности в результате незаконных действий государственных органов, общественных объединений, политических партий, других юридических или отдельных лиц, возмещается в соответствии с законом за их счет. Статья 33. Семья, как основа общества, находится под защитой государства. Каждый имеет право на создание семьи. Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право свободно вступать в брак. В семейных отношениях и при расторжении брака супруги равноправны. Многобрачие запрещается. Статья 34. Мать и ребенок находятся под особой защитой и покровительством государства. Родители ответственны за воспитание и обучение детей, а совершеннолетние и трудоспособные дети ответственны за уход и социальное обеспечение своих родителей. Государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, их воспитании и образовании. Статья 35. Каждый имеет право на труд, выбор профессии, работы, охрану труда и социальную защиту от безработицы. Заработная плата не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. Всякие ограничения в трудовых отношениях запрещаются. За равный труд выплачивается равная оплата. Никто не может быть привлечен к принудительному труду, за исключением случаев, определенных законом. Использование труда женщин и несовершеннолетних на тяжелых и подземных работах, а также на работах с вредными условиями труда, запрещается. Статья 36. Каждый имеет право на жилище. Это право обеспечивается путем осуществления государственного, общественного, кооперативного и индивидуального жилищного строительства. Статья 37. Каждый имеет право на отдых.
Это право обеспечивается путем установления продолжительности рабочего дня и недели, предоставления оплачиваемого ежегодного отпуска, еженедельных дней отдыха и иными условиями, предусмотренными законом. Статья 38. Каждый имеет право на охрану здоровья. Каждый, в рамках, определенных законом, пользуется бесплатной медицинской помощью в государственных учреждениях здравоохранения. Государство принимает меры по оздоровлению окружающей среды, развитию массового спорта, физической культуры и туризма. Другие формы оказания медицинской помощи определяются законом. Статья 39. Каждому гарантируется социальное обеспечение в старости, в случаях болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, определяемых законом. Статья 40. Каждый имеет право на свободное участие в культурной жизни общества, художественном, научном и техническом творчестве и пользоваться их достижениями. Культурные и духовные ценности охраняются государством. Интеллектуальная собственность находится под защитой закона. Статья 41. Каждый имеет право на образование. Общее основное образование обязательно. Государство гарантирует общее основное обязательное бесплатное образование в государственных учебных заведениях. Каждый, в рамках, определенных законом, может получить бесплатное общее и среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование в государственных учебных заведениях. Другие формы получения образования определяются законом. Статья 42. В Таджикистане каждый обязан соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и достоинство других людей. Незнание законов не освобождает от ответственности. Статья 43. Защита Родины, охрана интересов государства, укрепление его независимости, безопасности и оборонной мощи, священный долг гражданина. Порядок прохождения военной службы определяется законом. Статья 44. Охрана природы, исторических и культурных памятников – обязанность каждого. Статья 45. Уплата налогов и сборов, определяемых законом, является обязательной. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщика, обратной силы не имеют. Статья 46. В случае реальной угрозы правам и свободам граждан, независимости государства и его территориальной целостности, стихийных бедствий, в результате которых конституционные органы республики не могут нормально функционировать, как временная мера для обеспечения безопасности граждан и государства объявляется чрезвычайное положение. Срок чрезвычайного положения устанавливается до 3 месяцев. В необходимых случаях этот срок может быть продлен президентом Республики Таджикистан. Статья 47. В период чрезвычайного положения не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные в статьях 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 и 28 Конституции. Правовой режим чрезвычайного положения определяется конституционным законом.